Добрый вечер, уважаемые телезрители. И снова в прямом эфире абхазского телевидения мы вспоминаем события Отечественной войны, где народ-победитель выявил свои самые лучшие черты. И сегодня мы говорим о военной организации, которая очень много сделала в ходе войны. Ее название звучит так: «Правительственная комиссия по делам военнопленных и защите прав гражданского населения». Сегодня у нас в гостях руководитель этой комиссии Беслан Валерьянович Кабахия, Даур Гиевич Агарба, сотрудник этой комиссии, Лена Макбетовна Лабахуа и Галина Александровна Чайка. Жизненная необходимость продиктовала возникновение этой комиссии, потому что во время внезапно начавшейся войны многие жители просто не смогли вовремя уехать из оккупированного города Сухум. Их надо было вытаскивать из города, обменивать на лиц грузинской национальности, проживающих в Гудаутском и Гагарском районах. Но и потом самое главное, их во время боевых действий были и раненые, и убиты, и их тоже нужно было привозить, обменивать. Одним словом, это была целая, очень серьезная работа. И вот таким образом, после подписанного сентябрьского соглашения была создана трехсторонняя грузино-абхазо-российская комиссия, где от абхазов присутствовал только один человек, и этим человеком были вы, Беслан Валерьянович, и вы, конечно, сейчас первым скажете, как вообще она возникла, но перед вашей интервью я бы все-таки хотела бы, что наш режиссер показал бы нам ролик, первый ролик, где вот ваша комиссия в кадрах военной хроники очень много видна ее работа. Пожалуйста. Беслан, как вообще возникла такая идея вот создания этой комиссии? Ну вот, как вы уже сказали, прежде всего я хочу, обращаясь к нашим телезрителям, к народу Абхазии, хочу поздравить их с наступающим 25-летием Победы. 25 лет вот для нас, для непосредственных участников этих событий, всех как один день прошло. Я хочу пожелать добра, счастья, пускай в каждой семье будет мир, пускай никогда не повторится вот то, что было 25 лет назад. И вечная память всем тем, кого мы потеряли вот 25 лет назад. Что касается вашего вопроса, то решение о создании вот этой комиссии было принято Владиславом Григорьевичем Арзембо после 3 сентября, после 3 сентября, и то это была, попытка тогда, привести в
порядок то, что происходило на этом направлении. Потому что вопросами военнопленных и вопросами гражданского населения занимались все ведомства тогда. МВД отдельно, Служба безопасности, Министерство обороны, правительство Абхазии. Значит, и дальше уже, еще целый ряд ведомств можно было назвать. И в результате была неразбериха, так сказать, и возникали самые разные, так сказать, неприятные ситуации возникали. И для того, чтобы решить этот вопрос, значит, и сделать, так сказать, это все в одном ведомстве, собрать, значит, было принято решение Владислава Григорьевича Мартинова создать эту комиссию. Как я начал заниматься этим, я вам скажу. После 3 сентября были созданы эти трехсторонние комиссии, я был включен в состав этой комиссии и оказался в оккупированной Гагре. Наверное, единственный из, так сказать, представителей абхазской стороны, я был во время войны там. Оказавшись там, была очень сложная, конечно, эта поездка, очень неприятная, чисто эмоционально, но в то же время удалось там каким-то людям помочь выехать, значит, как члену комиссии, кого я знал, многих людей знал, естественно, удалось помочь им выехать. Потом после этого, через буквально день-два, меня направили в Сухум тоже, с этой же миссией. И там тоже мне удалось, значит, помочь нескольким людям уехать, значит. Я говорю, это мои родственники, давайте как-то поможем и так далее. Люди, которые приехали в Гудауту, значит, когда у них спросили, а как вы здесь оказались, кто помог, Беслан помог, значит. И вот это дело, оно имело начало, а потом, оказывается, оно оказалось бесконечным. И когда было принято это решение, образовалась комиссия, и мы собрались таким коллективом. Здесь некоторые наши коллеги присутствуют. Я могу только сказать бесконечные слова благодарности вам и всем, кто отсутствует. К сожалению, есть у нас и уже кого в живых нет, членов комиссии, да. Но могу сказать совершенно определенно. Ту работу, которую проделала комиссия и присутствующие люди, да, я не знаю, достойно наивысшей похвалы. Вы просто не представляете, что творилось в те дни, значит, и по несколько тысяч человек в день проходило через присутствующих людей. Беслан, вы нам расскажете обязательно эти эпизоды. Мы для того и собрались, чтобы об этом поговорить. Итак, вы сформировали коллектив, который, однако, предложил вам свои условия. Мужчины вашего коллектива пришли туда с условием, что будут в наступательные операции уходить. И только в моменты перемирия они работали вместе с вами, да? Так оно и было, да. Я бы хотела назвать... Даур Агерба был после ранения у нас, значит, он потерял ногу тогда, так сказать, да. И я его попросил, я говорю, давай, значит, мы позанимаемся этими вопросами, и он тогда согласился, так сказать, и очень хорошо, что согласился. Беслан, ваши сотрудники только 4. Я хотела бы перечислить всех, кто был в вашем коллективе. Это Адгур Лушба, Вахо Кабахия, Джумат Гебе, Лаша Чкадо, Ливарс Бутба, Резу Зантари и, конечно, женщины. Также была и Миде Тарба, и Эсма Амичба. То есть коллектив был не маленький, и работу делал очень серьезно. Мы можем этот список даже продолжить. Потому что очень многие люди, да, они успевали, значит, во время перемирия поработать с нами, с Галей Чайкой, с девушками нашими, так сказать, да, и с ребятами, кто работали. И очень много разных ситуаций возникало, но все это было в период, значит, затишья. А как только начинались боевые действия, люди уходили, так сказать, и дальше. Скажите, была такая договоренность, я знаю, между депутатским корпусом парламента об обмене гражданского населения. И в первый же обмен вы привезли Башгура Изнатовича Сагария, Лили Дугужевну Бганба и даже ее брата. Да? Расскажите, это первый опыт вывоза. Первый раз, да, это действительно первый опыт такого уже значительного количества людей, да, 30 человек сразу мы не вывозили, и вдруг, значит, это нам удалось. Тяжело было, на самом деле, уехать. Мы, значит, провели первый обмен такой массовый. Из Гудаут мы вывезли жителей села Атхары, 30 человек. И перевезли их на эту сторону. Здесь мы собрали на следующий день 30 человек.
кого вы перечислили, там они тоже были. Сели в автобус, и где-то в районе 12 часов мы должны были отъехать от площади Ленина тогда, значит, у памятника Ленину мы стояли. И подъехала депутатская группа вот, грузинская, и говорит, мы говорит, не можем вас перевести. Мы спросили, почему. Сказали, что было совершено, значит, нападение на военного коменданта города Сухум, фамилию я сейчас не помню, генерала грузинского, в Ачимчинском районе, если не ошибаюсь, в селе Атара-Абхазское. И он получил очень тяжелое ранение. Говорит, и ситуация очень, говорит, нехорошая, плохая, говорит, поэтому не выпускаем, не дают, значит, нам разрешения никого вывозить. Мы простояли, значит, там до позднего вечера, уже стемнело. И когда поняли, что мы можем стать, так сказать, жертвой вообще случайности какой-нибудь, я тогда, значит, сказал водителю, чтобы он развернул машину и заехал в здание, во двор городского отдела внутренних дел, милиции. Вот туда мы загнали автобус, и до утра мы в этом автобусе пробыли. На следующий день опять нас не выпускали, но поскольку я долгое время работал в комсомоле и знал очень многих людей, в итоге, значит, вышел, значит, на улицу и стал знакомые, которые проезжали, останавливали, выходили и говорили, чем мы можем помочь. По 3, 4, 5 человек вот так вот мы рассосовали людей в эти вот легковые машины и довезли до, значит, Гумисы и перешли на ту сторону. Там, когда я перешел, значит, дорогу, меня встретил Нузар Нуревич Ашуба, он был тогда, значит, одним из членов тоже команды, вот этой, заместителем председателя комиссии был. И он мне говорит, было часов 6 или 7 вечера, он говорит, ты, говорит, последний абхазец, который вышел из Сухума. Я говорю, а почему последний? Наши, говорит, час назад должны были начать наступление в Гаграх. Это было вот где-то 1 октября. Ну, как мы помним, потом в этот день, значит, да, наступление не состоялось, и ну, дальше потом могу рассказать, но попозже. То есть вы, конечно, рисковали в момент гагрского наступления быть здесь? В этой войне все рисковали, поэтому так что... Да. Даур, я в курсе, что вы занимались обменом гражданского населения вот через Сочи. Тесно сотрудничали с грузинской комиссией по правам человека, и в частности с Патой Закаришвили. Да. Да? Было такое. Да. Представителем Красного Креста из Швейцарии была небезызвестная Катрин Барамбон. Да. И она постоянно какие-то требования абхазцам предъявляла. Расскажите нам, пожалуйста, о чем там был? Ну, мне казалось, честно говоря, что Катрин Барамбон переходит все свои полномочия, потому что у него были очень довольно странные вопросы о количестве войск участвующих. Я когда спросил, зачем тебе количество танков и другой боевой техники, она говорила, в случае, если с ними что-то произойдет и надо будет их эвакуировать, мы должны быть готовы. В общем, довольно слабый аргумент. Да, аргумент, но приходилось с ней сотрудничать, так как без нее ни один обмен, в общем-то, на ту сторону через Сочи не проходил. Вот, например, мы когда вывозили сванское население с села Атхара, это проходило под ее непосредственным началом. В общем, вывезли мы их тогда через Сочи, где их, к моему глубокому удивлению, ждал самолет. А когда она из машины позвонила в Тбилиси, у меня был шок, честно говоря. Я никак не ожидал такого действия. Даур, а что за концентрационный лагерь она искала в Абхазии? Это не она искала, это вы немножко неправильно поняли. Концентрационные лагеря, это выдумка была запущена. Билет «Красный Крест» никакого отношения не имеет. После взятия Гагры, я так понимаю, чтобы оправдать каким-то образом, я уже не знаю, что себя, когда эту Гагру взяли, просто для них как бы легко. На самом деле там было это тяжело и так далее, но они никак не ожидали, что Гагру возьмут. И надо было оправдать и потерю 3000 человек. В течение некоторого времени Катрин Барамбон, она по своей работе передавала списки людей, разыскиваемых своими родителями.
И мне приходилось отвечать «погиб в Гаграх». Но это, понимаете, мои ответы, они никому не нужны были, я так понимаю, потому что эти списки ко мне возвращались с периодичностью раз в 2 или в 3 месяца. А то, что вы говорите, искали концентрационный лагерь, это вот последний обмен, по-моему, это когда Резу в Тбилиси поехали, вот в тот момент приехали к нам 3 человека с грузинской стороны, и, в общем, по программе мы должны были найти концентрационный лагерь, где сидят эти самые 3000 человек. Ну, дело примерно происходило так. В общем, нас поселили всех в гостинице, при нас был охранник, они 3. И чтобы мы, так сказать, ну, до смешного доходило, честно говоря, чтобы мы за ночь не уничтожили лагерь, в котором охранят 3000 человек, эти люди утром нам называли маршрут. Я им, честно говоря, немного благодарен, потому что таких красивых мест я просто никогда в жизни не увидел. Мы выезжали, смотрели в Мюсерах, на Мамзышке мы искали, по пути на озеро Рица искали, по-моему, даже на Гекском водопаде искали. В общем, вот то, что касается концентрационных лагерей. Концентрационных лагерей не было, естественно. Добавить себе, значит, что вот то, о чем говорит Даур, да, мифов войны было очень много. Один из мифов, самый распространенный, который до сих пор гуляет и который даже цитируют некоторые очень известные политики, сейчас не будем называть никаких имен, да, это история об отрубленных головах грузин, которыми играли в футбол абхазы и чеченцы в Гаграх на стадионе. Это история, которая получила такое распространение, которое вот до сих пор люди этому верят. А во время войны приезжали к нам представители грузинской стороны. Мы были у Владислава Григорьевича по этому вопросу. После взятия Гагры как раз это было. И он пытался их убедить, и ничего не... Они говорили, вот у нас списки, фамилии, мы все это задокументировали и так далее. И тогда Владислав Григорьевич был вынужден поручить Руслану Язычбе, который был руководителем администрации города Гагры в это время, и мне, значит, поезжайте с ними, говорит, и покажите все, что они хотят. И вот мы выехали в Гагры, приехали в район стадиона, значит, дали им возможность пообщаться. Очень много лиц грузинской национальности там проживало в этот момент. Дали возможность пообщаться с каждым человеком. И они абсолютно были... Был Пата Закаришвили и был Гигла Барамидзе. Люди, которые впоследствии потом заняли очень высокие посты в грузинском правительстве. И вот они убедились в том, что это абсолютно неправда. Вернулись обратно. И вот спустя 20 лет, в 20-летие Победы, когда было, вдруг мне позвонили какие-то журналисты. И я в этот момент ехал за рулем машины и вот по ходу отвечал, значит, что вы запомнили. Я вот этот случай вспомнил, я говорю, к сожалению, спустя 20 лет, я говорю, вот это муссируется. Чуть не устроил кризис в Грузии, оказывается, значит, из-за того, что журналисты сразу пошли, значит, к этим людям, которых я назвал, начали спрашивать. Гигла Барамидзе открестился от всего, сказал, что это все неправда. А Пата Закаришвили, которого мы с Дауром хорошо знаем по войне, он порядочный человек, на самом деле. Да, с глубоким уважением. Да, и верующий человек такой, знаете. Теолог. Да. И вот он говорит, да, действительно, это было именно так, как мы рассказали вот тогда. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что обмен обычно совершался и воздушным путем. Вертолеты садились в Сухумском аэропорту, морским путем. Корабли стояли на рейде в бухте Атолла. Люди собирались в автобусы, которые предоставляла то грузинская сторона, то абхазская. Наши представители размещались на ночевку в Сухуме, когда приезжали в Сухуми, в санатории МВО, потому что это могло занять и не 1, и не 2 дня. Галина Александровна, вы абхазская невестка, мать 3 детей. Скажите, пожалуйста, конечно, вы очень сильно рисковали, когда собирали в Сухуми гражданских людей. Я знаю также, что были и участником в колонии, которая везла гуманитарный груз в Ачимчирский район. Вот на сентябрьское перемирие. Я бы хотела, чтобы вы этот эпизод рассказали. Ну, наверное, это абсолютно тема, требующая достойного уважения к ней. Поскольку это очень серьезная операция была,
по доставке гуманитарного груза. И мне хотелось бы, чтобы эту тему в будущем, и думаю, что в скором будущем осветили как можно подробнее. Эта тема заслуживает очень большого внимания, еще раз говорю. Но вы вот хотя бы в нескольких словах вот расскажите нашим телезрителям об этой акции. Ну, речь идет о доставке гуманитарного груза и о вывозе оттуда, после того, как груз был выгружен, о вывозе оттуда людей гражданского населения. Очень тяжелая операция была, тяжело проходила. Надар Хашба принял колоссальное участие в этой операции. Он провожал нас и делал все возможное для того, чтобы она была успешной, удачной, эта операция. И прошла она довольно-таки успешно и хорошо. Но вот вы рассказывали о том, как люди встречали эту колонну. Ну, сейчас рассказывать это каким-то вот таким коротким воспоминанием очень тяжело. Вот один из эпизодов, мы должны были ехать другим путем, доехать до Ткварчала, но поехали через Араду, Аджев и дальше. И вот представьте себе людей, которые в тяжелейшей блокаде находились такой длительный период, которые не видели ни машин идущих, ни людей извне, ничего, кроме выстрелов, увидевших вот эту колонну машин. Это, наверное, такая была отдушина для них, это было такое окно для них. Как только проехали Араду, проезжающая каждая машина включала клаксон, сигналили машины. Люди по обеим сторонам, встречающие эти машины, рыдали. Для них это было действительно, ну, наверное, можно сравнить с какой-то победой небольшой. Небольшой нет, наверное, большой. Это нужно видеть, этих людей, это нужно разговаривать с этими людьми, это нужно было видеть тех водителей. Заслуга их велика, этих людей, этих водителей, которые не сдерживали слез, они также рыдали, как те, которые встречали эту колонну. Ну, я думаю, что ваша служба отметит это все. Вы рассказывали о том, что еще они становились на колени. Люди буквально. на коленях становились, они рыдали. Просто видеть это было страшно видеть. И вспоминать, и говорить об этом очень тяжело. Тем более мне, эмоциональному человеку в своем возрасте, это уже действительно очень тяжело. Но незабываемо. Это незабываемо. В памяти, я думаю, что у всех, те, кто ехал в этой колонии, у всех это осталось в памяти, наверное, засело таким острым ножом в сердце все это. Ну, вот так вот и... Это было, конечно, это незабываемые. Такие вещи, конечно, они врезаются в память. Да. Эти эмоции Да. оставляют след в А душе тем более человека. половина тех, кто, значит, вез этот груз, это были очимчирские, Да. из очимчирских сел водители, ребята. И все они очень тяжело переживали. У всех у них там близкие, родные, матери, отцы, дяди, тети и так далее. Даже дети у многих из них находились в селах. Вот, и это... Я скажу, Да. Галя о себе не может говорить, а я могу про нее говорить. Да, поэтому скажите, я скажу, пожалуйста. значит.
огромное ей спасибо за все, что она сделала, да, тогда, во время войны, помимо всего прочего, чем она занималась. Это вот кажется, да, такая легкая работа. На самом деле она на месте не сидела, выезжала, с людьми встречалась, Да. попадала в самые разные ситуации, в Сухуми, так сказать, в Гудотах находясь, значит, она еще и помогала нам контактировать с этим чешским штабом, потому что все близкие ее там, значит, находились. Вот это тоже я помню, так сказать. И, очень много людей, которые сегодня живут и есть, да, обязаны ей жизнью. Вот это в прямом смысле. И не только ей, а всем членам комиссии, кстати говоря, это без всякого преувеличения могу сказать. Я хочу вспомнить всех наших ребят, тех, кого нету сегодня, да. Джемал Смыр, допустим, да, вечная память. Ему герой Абхазии, кстати говоря. Да. Человек, который не пропустил ни одного наступления, и не было такого случая, чтобы он ранения не получил. Каждым наступлением получал ранение. Тем не менее, он возвращался и продолжал, значит, эту деятельность с нами. После войны он и Резо Зантария. Резо очень много сделал вот в этом направлении. Неоценимо. Война закончилась, они вместе поехали, значит, в Тбилиси, проехали все тюрьмы. Это мало кто знает. Мы тоже, так сказать, были подвержены мифам, значит. Грузинская сторона искала у нас концентрационные лагеря, а мы искали наших ребят пленных, у нас тоже какая-то информация все время поступала, что в каких-то тюрьмах их содержат. Естественно, это требовало проверки. А как проверить? Единственное, что, значит, мы опять обменялись делегациями, грузинская делегация приехала и искала концлагеря вместе с Дауром, так сказать, а Резо и Джемал Смыр объездили все тюрьмы Грузии. Везде побывали, так сказать, и имели возможность неформальных бесед с людьми, которые там сидят. Были найдены люди абхазской национальности, но это люди, которые были осуждены за уголовные преступления, а не за военные. К сожалению, мы ни одного человека не нашли и не смогли подтвердить вообще, что это имело место быть, да. Но проверить это надо было, а это тоже было очень сложно в те времена. Вот эти ребята, значит, это сделали. Джемала нету сегодня, Смыр бедного, ушел он, вы знаете как, он не был равнодушным. После войны, значит, собака кусала женщину с ребенком, он не проехал мимо, собака его укусила, и он умер, значит, от заражения крови. И нету Вахтанга Кобахия тоже, который был участником, значит, нашей комиссии, тоже участником войны был, так сказать, к сожалению, живых тоже нет, очень много было сделано. Я могу назвать Батала Кобахия, который участвовал. Лашечка Адула. Да, мы говорили. Значит, Ливарца Будба. Тоже как анекдот, значит, когда Ливарца Будба и Джемал выехали в очередное перемирие, сели в маршрутку, я не знаю, почему они так это сделали, но вот это был их выбор. Абсолютно красиво одеты, чисто, значит, выделялись они даже внешне, да, и люди начали обращать на них внимание. Так мало этого, они на чистейшем абхазском языке, значит, между собой начали говорить, находясь в Сухуми. Вся маршрутка замерла, так сказать, и Слушала их. Ну, вот такие вот вещи вот были. И многие другие, ну, попозже еще скажем, извините за многословие. На обратном пути, значит, все эти машины, исключительно все, включая машины Красного Креста, которые нас сопровождали, и российская, значит, у нас была охрана российская. Буквально все машины были заполнены людьми, которых забирали оттуда. В кабинах, в кузовах этих фур везде были люди. Вопреки всем стараниям грузин, чтобы эти машины вышли пустыми, однако же мы все равно договорились, была достигнута договоренность, и опять вывезли из этой оккупированной зоны перед самым наступлением людей в большом-большом количестве. Я сейчас не помню, но это были сотни людей. Я бы хотела вернуться вот к событиям мартовского наступления. Ну, операция была неуспешной, погибло очень много людей, все население было очень подавлено. Наступила такая пауза, когда сказать просто было нечего. Можно сказать, что депрессия охватила людей в Гудауте.
И в этот момент, я знаю, что Баджгур Иснатович Сагария вам подсказал, вашей организации, чтобы вы собрали собрание, на котором бы народ высказался. И за это дело взялась ваша комиссия. Лена, я знаю, что вы в этот момент фиксировали все, вели протоколы этой правительственной комиссии. Что бы вы вот об этом собрании Ну, это сказали? было такое очень событие, ну, непростое, скажем так, потому что после мартовского наступления, ну, было очень много неизвестных судеб, так, кто-то без вести пропал, кто-то погиб. Люди приходили к нам, искали, и вот это в течение 2-3 дней, наверное, вот такая обстановка длилась. И тогда в Гудауте, в актовом зале, вот собрали большой актив, пришло очень много людей. И, знаете, было, наверное, потрясающее чувство, это от людей, которые там были. То есть, конечно, были разные выступления, но все-таки большая часть была людей, которые сказали, что это выступали отцы и матери, то есть не просто какие-то сторонние люди, да. Они говорили, что наши дети умерли на нашей земле. И наша задача прийти туда, где они погибли. Почему я вот не упустила, не сказала этот момент, что почему еще обострилась ситуация? Потому что грузины категорически не шли ни на какие переговоры, они не выдавали тела погибших и не давали никакой информации в течение вот каких-то дней. И тем самым пытались дестабилизировать ситуацию в Гудауте, типа вот народ подымется и скажет, вот наши дети погибли. А получилась совершенно другая вообще картина, когда вот, финал был такой. То есть наши дети там, и мы придем за ними, и мы их похороним, достойно. И вот я это помню. Как бы. Наш вот народ в очередной раз показал свою мудрость. Мудрость и силу, и величие, можно сказать. И даже не стесняться этих слов, потому что только, наверное, вот сочетание этих качеств и дало одержать эту победу. И я думаю, что вот тогда в людях была гордость, огромная гордость, вот не было слез там. То есть они понимали, что они идут на жертвы, но они идут на жертвы для того, чтобы для более великой цели. То есть мы победители, и мы победим. И вот это вот чувство было очень сильное. И вообще вот оно очень чувствовалось, вот вообще там вот, находясь в Гудауте, тоже были разные ситуации, да. Но мне все-таки кажется, больше сильно было вот это чувство единения народа и какой-то высшей цели. И ты на каждого, кого смотрел, ты знал, это твой близкий, это твой друг, это твой брат. То есть какое-то взаимопонимание, поддержка существовала вообще на любых уровнях. И не было такого вот пессимизма, скажем, да. Я помню, что нам было очень весело. То есть мы шутили, мы смеялись, мы не впадали в уныние. Хотя я знаю, что мы приходили там на Гудаутский берег, смотрели на Сухум и думали, неужели мы там будем? То есть это была мечта в город вернуться. Но тем не менее в повседневной жизни, как бы в реальности, мы не чувствовали ничего такого. И даже когда наши ребята уходили там на какие-то очередные операции, тоже не было такого, что там что-то. Все знали, что мы делаем какое-то дело ради того, чтобы прийти домой, вернуться, и что мы должны победить. И никто не задумывался, что это там невозможно или никогда не будет. Вот, да. Вот, главный тезис, который имеет в виду Лена, да, люди вели себя очень достойно во время войны. Все, все люди достойно себя вели. А один случай, вот я тебе рассказывал, когда мы встречались, и если вы мне разрешите, я это расскажу, а вы были свидетелями всего этого случая, когда у нас, кстати, в комиссии, 2 человека были, это Джумат Гебия, у которого родители погибли, и Эсма Амичба, у которой отец погиб в Сухуме тоже. Это... Расстреляли, если грузины расстреляли. То есть это не случайная какая-то гибель была, а люди погибли. Да, только потому, что они были абхазами. К сожалению, вот это произошло. Но вы представляете, какое надо иметь сердце, чтобы работать, так сказать, и заниматься вот этими вопросами. Да. И вот у нас возникла ситуация, когда
Мы старались, значит, если кого-то отправляли в Сухум, значит, в этот момент принимать из Сухума, значит, тоже, значит, грузинскую делегацию. Ну, какая-то как бы страховка, да, пока наши люди там, их люди здесь, да. Хотя это тоже мало что значило, но тем не менее, когда никакой другой страховки нет, хоть это есть. И мы ожидали из Грузии, значит, 2 представителей. А что такое принять их на 2-3 дня? Это надо было где-то разместить, значит, обеспечить безопасность, так сказать, кормить надо и так далее. Это сегодня, слава богу, легче, да, все, там гостиницу заселили, да. Тогда же это все по-другому в условиях осажденной Гудауты, так сказать. Приехали не 2, а 3 человека оттуда. И вот мы сидим, голову ломаем, уже поздно вечером, куда же девать 3-го, значит. И не просто там уложить, а еще обеспечить его безопасность. Джума приходит и говорит, я слышал, вот такая проблема, дайте мне, говорит, его. Но мы говорим, слушайте, Джума, мы как у нас в голове мы не могли придумать даже такое, как... Пусть, а родители убили, ну, буквально месяц назад. Это же все еще горячо. Так. Он говорит, я, говорит, нормальный человек, я знаю, наши люди, говорит, в Сухуми сейчас, говорит, и, говорит, это важно для нас, говорит, дай мне его. Ну, слава богу, мы вместе выросли с ним, знаем, какой он человек. 3 дня он ночевал у Джумы, 3 дня Джума его кормил, поил. А на 3-й день ему кто-то рассказал, этому парню, значит, из Грузии, который, значит, приехал, значит, что, а ты знаешь, у кого ты находишься, его историю. И когда он это узнал, значит, ночью, оказывается, пришел к Джуме, на колени перед ним встал, плакал, значит, что за сердце, говорит, у тебя, говорит, ты, говорит, твои родители погибли от рук, говорит, моих соплеменников, говорит, а ты меня тут принимаешь, кормишь, поешь и так далее. Эта история, да, подтверждает то, что вот Лена сказала, да, люди очень достойно себя вели во время войны. И еще вот возвращаясь вот сейчас к мартовскому наступлению, я вот что помню, мы тогда понятно было, провал операции, много погибших. Ну, было много, это не цифра, просто много. А мы по своей работе знали точную цифру. Я помню, 222 человека погибло. Мы никак не могли, вот полдня или день мы не могли озвучить эту вот. И цифру. Вот этот именно случай, вот, ну, как народу, это вы понимаете, для того времени это было просто, где-то и для это было очень большая, потому что погибших до этого в различных наступлениях было в разы меньше. И именно вот я, честно говоря, ну, был очень подавлен. Вот мы с Лашей сидели, вот Беслану говорили, как людям объявить. Много понятно, много. Понимаете, в каждой семье знали свое горе. Но в общем масштабе не знали никто. И вот это вот именно вот это вот собрание вот людей вот, сплотило. И вот тогда было, если вы помните, озвучена эта вот цифра. Даур, я предлагаю нашим телезрителям увидеть это собрание, потому что это историческое событие вообще, когда именно это собрание такую разрядило обстановку. Я прошу нашего режиссера показать нам ролик вот с хроникой. Насколько мне известно, встречаясь с грузинской делегацией, вы иногда блефовали. Извините за грубое слово. Выдавая желаемое за действительное.
Так, например, многие из вас в предварительной беседе со мной рассказали о пачке сигарет «Мальборо», которые изумленные грузины стреляли у вас, когда вы находились в совместной делегации. Расскажите, пожалуйста. Даур, давайте вы. Я в тот момент еще... Ну, я очень коротко, на самом деле это научил нас вечная память ему Константин Константинович Узган. Он показал этот пример нам, значит, и мы как-то способствовали. Когда у нас кто-то выезжал в Сухуми, значит, мы настаивали на том, что всегда, чтобы человек был обязательно очень аккуратно одет, желательно в костюме, в галстуке, тщательно выбрит, парфюм хороший, значит, находили, прыскали на него и скидывались по копейке, значит, ну, обязательно пачку Мальборо покупали, значит, сами там и курили примул, да, это в лучшем случае, так сказать, да, вот человеку, который ехал в Сухуми, вручали, значит, пачку сигарет. Человек приезжал туда, как будто, значит, я не знаю, из Парижа откуда-то приехал, значит, в Сухум. А Сухум, что такое Сухум того периода? Воды нету, света нету, все пожеванные, мятые, значит, а тут вдруг сверкающий человек появляется. Это было в обязаловку у нас введено. Я вам больше скажу, даже юмор такой был, значит, как-то раз пришлось по телефону, значит, искать какого-то грузинского военачальника, значит. И поскольку мы работали раньше в комсомоле, ну я в частности, да, и всех телефонисток знал хорошо, мы когда-то проводили конкурс молодых телефонисток в свое время, вот Лена смеется. И, значит, одна из телефонисток меня знала, я, значит, на нее вышел, я говорю, найдите мне, пожалуйста, и называю этого человека. Она ищет его там по кабинетам, говорит, что-то не может найти, и спрашивает вдруг, а как у вас дела в Гудаутах, спрашиваете. Ну, я решил пошутить, значит, я говорю, вы знаете, плохо, я говорю, дела. А что, говорит, произошло, почему плохо? Такая тишина сразу, а просто звонили как, значит, Гудаута, Сочи, Сочи, Тбилиси, Тбилиси, Сухуми. То есть вас прослушивали да, прослушивали все, да. Иногда даже длиннее было. Да, может, даже длиннее. Через Нальчик иногда шло. Да. А что, говорит, произошло? Я говорю, вы знаете, митинг, я говорю, был, вот сейчас еле-еле людей уговорили разойтись, я говорю, потому что они сказали, что если еще раз повторится, значит, что больше нам не простят. А что случилось, спрашивают. Я говорю, воду горячую на 2 часа отключили, я говорю, и люди вот подняли скандал из этого. Ну, я думал, я пошутил, слушай, а она начала, вот, вы там уже в составе, видимо, России, значит, у вас это, они про холодную воду в Сухуми забыли, а у нас, значит, на 2 часа воду говорят. И вот эта шутка меня догоняла потом в Сухуми, потому что это получило распространение, но не как шутка, а как правда, значит, вот в этой ситуации вот это вот так вот воспринималось. Много разных ситуаций было. Там, Даур, вы все-таки про пачку сигарет не про расскажите. пачку. Тут как, ситуация какая была. Когда вот, ну, началась война, почему-то почти все спрашивали у меня, а ты почему воюешь? Я вот никак не мог понять вот причину такого вопроса. Но мне, я не любитель... Самый мирный человек в мире был, когда Да, войны не понимаете, я не любитель патриотических тем, я так далее, за Родину. Ну, не могу на эту тему говорить, но в конце концов я сказал так. У меня, говорю, прямо перед началом войны я заказал вот 2 великолепных костюма. Ни разу не одел, говорю, их унесли. Унесли, говорю, как же мне теперь не воевать вот без этих костюмов? Ну, примерно так. Ну и первое перемирие, я нахожусь на Верхнем мосту, мне вдруг снизу звонит один из желающих получить мой автомат. И говорит, Даур, отдай мне автомат, говорит, для тебя война закончилась. Я говорю, а что случилось, почему закончилось? Только что, говорит, твои 2 костюма вернули, говорит. Вот эти 2 костюма в основном и были, так сказать, фигурантами в деле в поездах по Сухуму вместе с Мальборо и со всеми вот этими То есть эти атрибутами. 2 костюма одевали все переговорщики. Это были... Хочу сказать, что нас тоже встречали там, тоже с таким же пафосом, тоже старались показать, что все прекрасно, все хорошо, и, значит, и питание, и все, как говорили, значит, Это к вам как к женщине были, так относились довольно-таки хорошо. И заслуга была очень неплохой человек, значит, Тим Джершляни, который, кстати, когда, если помните, в районе Тамыша, Кингачани был депутатом парламента с планом по национальности, да?
Но проявил себя очень достойно. Вот Очень достойно проявил себя Акакий Гасвиани, Отхарский. Да. Очень хорошо себя проявил. Постоянно оказывали мне Согласен. всяческую помощь. Обязательно. Во всем, что бы там ни было. И вот когда... Очень недостойно вел себя на Даришвили. На Очень Даришвили плохо. Министр отвратительно. внутренних дел было там этот, как его фамилия-то была? господи? Гуа, Гуа. И вот, Гуа, это вот... и вот, значит, когда в то время в Гулерипском районе, если помните, организовали какую-то тюрьму, типа какого-то небольшого лагеря, и вот туда попали Федя Тарба, значит, Медведь отец, и все. Да, база отдыха ВАЗ, да, вспомнил. Вот видите, память уже оставляет меня. Забываем. И вот, значит, я говорю, значит, Тиму Трешляни, Тим, если я этого человека сейчас, Федю, не привезу, мне дочери не простят, это племянницы отца моих детей, значит, и мне не простят девочки это. Тим говорит, по всей вероятности, обмен не состоится в связи вот с этими трупами в районе Тамыша. Но я сделаю все, чтобы его оттуда вытащить и вертолетом отправить. Так он и сделал, кстати, Выполнил, если не да, ошибаюсь. обещание. Он выполнил мою просьбу. Ты, главное, сиди спокойно, говорит. Самое главное, сиди спокойно. Но что нас выручило тогда? Значит, вот, кстати, вспомнили Надаришвили. Надаришвили заявил своим подчиненным, что якобы гудаутская сторона, вы все это помните, категорически отказывается от обмена. Не хочет менять. Придумал. Поэтому мы не придумали это. Он придумал это. Да. Надаришвили дал эту команду, поскольку мне это тогда рассказал, сейчас, если не ошибаюсь, Акакий Гасвиани. И вот, значит, вот это все происходило. И вот тогда, значит, что получилось? Они вынуждены были, ведь людей очень много с грузинской стороны тоже ждали, с нашей стороны, этот обмен. Это был большой обмен, это было сотни людей. Да. В тот раз это, по-моему, один из самых больших обменов был. И наших мужчин было очень много, и молодых притом. Вот если вы помните тот обмен, это был обмен, когда первый корабль, почти одни мужчины. Мы отправили первым кораблем всех мужчин молодых. И вот тут нам очень хорошо помогла охрана. И, кстати, вот Сосо Мардишвили тоже в то время все присутствовали. Те, кто сопровождали люди, они, значит, говорили, что, говорит, их воевать отправляете отсюда на гудаутскую сторону. И вот, значит, вот так вот и получилось, что, значит, солдаты, кто-то сообщил в окопы туда, где, значит, сидели солдаты, кто-то сообщил, дал знать, что, значит, это обман, что это с их стороны ведется провокация о том, что обмен с гудаутской стороны не будет произведен. Они вышли из окопов. Подъехали к зданию Совмина и к Надаришвили. И вот тогда, на следующий день, это по истечению 3 суток, по-моему, бесик, да, обмен, Я уже не помню, мы но начали собирать примерно так, людей. да, там что-то долго 2 или прошло. 3 суток мы не имели возможности вообще работать. Люди были в панике. Это вот, представьте, люди собрались, уже все, дома оставляют, вещи собрали, все. Да. Это страшная вещь. И вот этот вот случай нам помог, что... Знаете, я вот не могу этого тоже не сказать. То, что и Галя, наверное, подтвердит, да. Я не хочу, чтобы после нашего разговора остался сплошной негатив, да.
На самом деле были очень разные ситуации вот, в процессе вот этой работы, которую мы делали. Да? Очень много людей в Сухуми выжили благодаря, допустим, соседям, которые там находились с ними. Точно так же, как очень многие люди, которые находились на абхазской стороне, тоже им помогали соседи и родственники, так сказать, которые были. Таких случаев было очень много. Я могу много фактов привести людей, которые выжили благодаря соседям, которые могли убить, так сказать, и соседи им не дали. Но были и другие ситуации, вот то, что она говорит, вот она Даришвили, да, таких людей было очень много, тоже, которые абсолютно негативно, значит, относились к тому, что происходит. Тому, что происходило. И все же я хочу напоследок вспомнить еще один эпизод. Беслан, вот 18 января вертолет, перевозивший гуманитарный груз, на борту которого находился председатель Совета министров Абхазии Зураб Лабаху, и съемочная группа абхазского телевидения, режиссер Амиран Ганге, корреспондент Славик Сакани, оператор Ахракаба, был сбит над селом Сакен Гульрипского района. Среди журналистов был также еще и украинский журналист Персиянов. Вертолет совершил аварийную посадку, все были арестованы. Но только 5 февраля их удалось обменять. Вот они все-таки до полмесяца в плену они были. Вот как вот это, расскажите нам, значит, обмен. Чудо тогда произошло, что они выжили, во-первых. Да? Сбитый вертолет был посажен на краю пропасти фактически. Да? Это летчики, которые вели за штурвалом, российские летчики были. Каким-то чудом удалось его посадить. Всех, естественно, взяли в плен. И сразу мы начали переговоры об обмене этих людей. Мне было сразу заявлено, что Зураба Лабаху мы отдать не можем, поскольку это вопрос политический. И его сразу, кстати, там день, два, три и отправили в Тбилиси, насколько я помню. Уже потом, значит, занимались там уже мы немножко по-другому, да, и удалось его в итоге освободить. Вот. А что касается журналистов, по сути дела, каждый день пришлось летать в Сухуми, вот как на работу, утром, значит, туда и вечером обратно. И в аэропорту проводили переговоры. Значит, ну, долгая история, сейчас не хочу просто отнимать время, да. В результате удалось всех освободить. Единственное, что они их освобождали в Ачимчитском районе, отпускали. А мы, значит, привозили военнопленных, им отдавали в Сухуми. По рации сообщали, значит, у нас было взаимодействие с Ачимчитским районом, так сказать, и вот так по одному, по два, по три человека отдали. Оставался один парень, которого долго держали, но его тоже удалось освободить. Вот в этой ситуации все живы. Вообще, по итогам нашей работы, вот я хочу сказать, кстати говоря, да, все военнопленные, которых мы зафиксировали, да, и у нас были записаны они, да, и подтверждены грузинской стороной, мы вытащили всех людей. Ни одного человека мы не оставили. И второй момент, который я, наверное, буду прав, если скажу, ни один военнопленный, который был в плену у нас, грузинский, да, не погиб. Наоборот, им оказывалась помощь и так далее, и отдавали. Единственный случай вот во всю войну, это был связан с Шартаво, вот с ними их до нас просто не довезли. Они до нас не доехали. Но там это уже отдельная какая-то история. И обязательно у нас еще есть время вообще, еще чуть-чуть. Потому что, чтобы депрессионно не закончилось, да. Помимо вот этой работы, да, уже когда кончилась война, нам пришлось заниматься еще и оказанием помощи грузинской части населения по выезду в Республику Грузия. Поверьте, что это была не менее тяжелая работа, чем во время войны, потому что у нас не было вообще никаких ресурсов, ничего, ни автобусов, ни карусов, ни топлива не было, так сказать, и так далее. Все смогли организовать по поручению Владислава Григорьевича, опять-таки, потому что мы просили отказаться, потому что мы с Зауром работали тогда в Госком имуществе, все хозяйство разрушено, у нас было чем заниматься, но он дал поручение. Обязательно, говорит, продолжить, пока, значит, в этом будет необходимо. Смогли это организовать, ни одного человека насильно не выгоняли, нету такого решения правительства Абхазии, что выселить кого-то, выгнать там и так далее. Если есть преступление, конечно, занимались соответствующие службы.
Но каждый автобус, который вот мы провожали, да, и огромную работу вот девушки наши провели, тоже вы не представляете. Более 40 тысяч человек мы отправили за 2 или 3 месяца, вот, которые были, значит, всех людей достойно отправляли. Достойно, не унижая человеческого достоинства, потому что мы действовали от имени абхазского государства. Это всегда, вот в любой период нашей работы, это всегда красной нитью проходило, так сказать, у нас. Вот. Спасибо большое. Вообще навести порядок во время боевых действий, когда присутствует паника, когда люди дезорганизованы, когда все рвутся по головам в автобусы, вертолеты, корабли, в машины, это очень сложно, но вам это удалось. И после войны работа продолжилась, вы сказали об этом. Еще долгое время по Абхазии собирали лиц грузинской национальности, охраняли их, чтобы с ними ничего не случилось. Подытоживая нашу беседу, я выскажу свое наблюдение журналиста. Даже в самых нечеловеческих условиях надо оставаться человеком. И абхазам это удавалось, в отличие от грузин. Они кормили своих пленных, охраняли их, оказывали им медицинскую помощь. И очень часто обменивали живых грузин на мертвых бойцов абхазской армии, в которых еще теплилась жизнь. Беслан, вы сказали, что мы не закончили передачу депрессивно. Мы не можем ее закончить депрессивно, потому что абхазский народ – это народ-победитель, сумевший выстоять в нечеловеческих условиях. И это никогда не надо забывать. Мы благодарим наших гостей студии, а с телезрителями прощаемся до следующего эфира. До свидания.